Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Что совсем не зависит от вас, но это обязательно случится. Если вам тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что обязательно случится и на что я никак не могу повлиять? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что вне зависимости от вас случится и на что вы, мои дорогие, никак не сможете повлиять, что это вам даст, к чему приведет. Так. Смотрите, вот у многих девочек, мальчиков, вот кто смотрит мое гадание, была ситуация того, что вы сейчас, либо продолжительный период до, находились под чьим-то очень серьезным влиянием. Вот здесь просто вот паук, видите, вот паук с такими огромными мощными лапами, который вас, вот как маленькую такую вот мушку, поймал, и оплетает своими путами. Вот просто плетет такой кокон. И вы в этом коконе находитесь, и, мои бедняжечки, ничего не можете с этим поделать. Такое огромное, сильное влияние, вы столкнулись просто с каким-то непробиваемым, недосягаемым, не желающим идти на общение с человеком, который вас угнетает, что тут скажешь, всячески притесняет, и действительно вы под очень серьезным влиянием. У каждого отыграется свое влияние, на то это и общий расклад, он показывает картинку в целом. То есть у кого-то влияние от мужа, у кого-то от родителей, у кого-то от кредиторов, понимаете? Вот вы в состоянии вот этой бедненькой мухи, которую паук оплетает вот такими путами. Знаете, вы попали в эту ситуацию. Да, это не зависело от вас. Потому что вы, мои милые, добрые, потому что вы хорошие, потому что вы открыты, вы всех судите по себе. Знаете, понятно, что для доброго человека и мир, он весь белый, пушистый, прекрасный, и розовые облачка. А человек коварный, злой, он все видит наперед, просчитывает, и в каждом он видит угрозу и пытается, например, человека побольнее, скажем так, наперед ударить, ужалить, чтобы ему никто и не опасен, и не вреден был. Поэтому, мои милые, вы в эту ситуацию вы попали не по своей воле, но я вижу, что на вот этого паука идет такой, знаете, храбрый комарик, как в басне было, будет вас спасать и выручать. И еще раз повторюсь, неважно, вы мужчина, кто смотрит, либо женщина, это гадание подходит так и так, оно универсальное. Поэтому смотрите, кто себя узнал в виде жертвы, которую опутали по рукам и ногам, которая не двинуться, не сдвинуться, которая в гнетущем состоянии, полностью человека поработили, если вы это ощущаете, если вы понимаете, это про вас, это гадание про вас. Вам идет избавление, к вам идет, скажем так, спаситель, человек, который вот на такой лошадке, вот он проткнет этого паука и спасет вас. Понимаете, кто это идет? Это идет человек, которого посылают высшие силы, которого посылают духи вашего рода, которого ведет ваш ангел-хранитель, чтобы вот он говорит: помогите, помогите, спасите человека. Человек просто так погибает, пропадает. Вот эта ситуация, именно вот спасение здесь нарисовано. Видите, этот человек, вот он протыкает этого паука насквозь. Понимаете, вас освобождает. Это человек, понимаете, у кого-то это мужчина вот такой идет, у кого-то это будет друг, у кого-то это будет случайный человек, который встретился с вами, пообщался, подружился, решил вам от чистого сердца помочь. А у кого-то это будет человек, который станет, например, вашим избранником, вашим спутником жизни, который именно идет с целью вас спасти, скажем так, оградить от всяких неприятностей, бед, болезней, понимаете, ситуации, которые вам, болезни, я имею в виду сердечные переживания, глубокие травмы, которые у вас были. Человек идет вас спасать. Причем он идет не один. За этим человеком есть сила.
Понимаете, за ним стоит сила. Мне это говорит о том, что либо это человек, он связан с законом, может быть юрист, может быть силовик какой-то, может быть военный, может быть, я не знаю, там судья, да? Человек высокого ранга и статуса. Кстати, может быть и государственный человек, да? Вот депутат может быть, вот кто-то такой солидный человек. Кстати, может быть в семье, да? В семье есть такие люди, которые, ну, занимают высокое положение, высокий пост, причем они вот именно с властью связаны. Вот за этим человеком, видите, еще больше человек стоит. То есть в любом случае это идет и спасение, и избавление и от того, что было. Еще раз говорю, это может быть муж, который мучил, доставал, убивал, там, да, я не знаю, бился, дрался. Может быть жена гулящая, какая-то непутевая, которая вот там шантажировала там детьми, либо, ну, разные ситуации бывают. И мужчины тоже часто страдают. Может быть это кредиторы, может быть это какая-то болезнь нехорошая, которая вас вот так вот прям опутала, да. То есть это то, чему вы не могли противостоять. Это то, что вас порабощало. Вот вас от этого освобождают, мои дорогие. Хотите вы того, не хотите. Но я вижу, что хотите. Вас спасают, вы выходите. Когда это случится, цифра 1 идет, единичка. То есть у кого-то это будет 1 день, ну, утрированно говорю, да, месяц, кстати, может быть и год. У кого-то вот кто-то уже встретил этого человека, и вот-вот вы освободитесь, понимаете, а кто-то вот-вот встретит. Так что, мои милые, в любом случае, очень хорошая перемена, очень хороший знак. Я безумно рада, что вам, мои милые, дается такая свобода и дается такая возможность. Я почему-то вижу, что здесь, ну, песок такой, честно скажу, он хоть и голубой, но он очень честный. Голубой песок очень хорошо скрывает всякие нарывы, тайны и, ну, скрытое показывает. Смотрите. У вас вот везде какие-то неприятности, здесь у вас химеры, здесь у вас как какой-то спрут, я не знаю, что-то вы, мои милые, запутались, что-то вы в какую-то смолу, какую-то грязь вы попали. И знаете, как это случилось? Тут, ну, волны жизни у вас были, вас кидало из стороны в сторону, справа влево, било об камни, об утесы, я не знаю, там по берегу, да, по дну вас протягивало, полоскало. Здесь я вижу много людей пережили каких-то испытаний, у кого-то было сильно, у кого-то было, ну, скажем так, терпимо. Но в любом случае человек перенес, человек пострадал. Я это вижу. Причем страдали вы, вот, знаете, вы себя можете винить и говорить, что ох, где-то я глупость совершила, да, либо совершил, и за это я страдаю. На самом деле нет, нет. Здесь именно вам по судьбе эти страдания выпадали. И еще раз говорю, злые люди на вас глаз тут ложили. У кого-то в прямом смысле отыграется с глаз, у кого-то может быть и что-то другое, да, я просто не хочу на общий расклад это все говорить, каркать не хочу, понимаете. Но, тем не менее, я вижу, что вам нелегко тут пришлось. И вины вашей здесь нет. Наоборот, вы за доброту души своей страдаете. За то, что вы открытый, добрый человек. За то, что вы без задней мысли, без каких-то там, я не знаю, скрытых мотивов, посылов. Вы, если идете в отношения, то с сердцем, с душой. Если вы дружите, то до конца. Самопожертвенный человек. Понимаете? Плохие люди это увидели и этим воспользовались. Поэтому, мои милые, да, вы попали в такую ситуацию. Не ваша это вина. И это нет, это не судьба ваша, злодейка. А просто то, как вы по доброте душевной не умеете, да, глаз у вас, скажем так, не намылен на таких злодеев, потому что вы не злодей, поэтому люди к вам и подходят. Тут, и еще раз говорю, да, зависть тут читается, потому что здесь, вот видите, 2 глазика вышли. Зависть здесь, очевидно, была на вас, на вашу семью, на ваших близких. Вот, смотрите, здесь вот такая вот, ну, юрта, да, кибитка, палатка, как хотите называть, домик, да, на ваш домик завидовали, на вашу изобильность завидовали, на то, что вы там в паре, в браке, на то, что вы работаете, на деток даже вашу зависть льют, понимаете? Вот вы сейчас, на сегодняшний день, в окружении, скажем так, врагов, да, людей, которые могут быть прямо, да, врагами вашими, там, напрямую вам заявляют, что там завидуем, недолюбливаем, вредим, там, могут на вас там и грязь лить, и вступать в всякие споры, ссоры, знаете, как кусать вас могут враги. А также может быть ситуация, что вот вы живете, да, вроде все ходят, мило вам улыбаются, а на самом деле камни за пазухой носят. Вот это вот больше похоже, вот у большинства
да, отыграется именно такая ситуация. Вы чувствуете, знаете, спиной чувствуете от людей негатив, но объяснить себе не можете. Кто-то думает, ой, да я, наверное, переутомилась, да, либо ну, схожу с ума потихонечку, да, вот кажется, какая-то, может быть, мания преследования разыгралась у меня, может мне к специалисту обратиться. На самом деле вы все правильно чувствуете, спиной чувствуете, мурашки бегают туда-сюда, туда-сюда. И знаете, есть человек, с кем вы встречаетесь, вот вы выходите из дома, встречаетесь с этим человеком, и у вас вот весь день пустой, в лучшем случае пустой, а в стандарте, да, все идет, извините, не через то место. А где-то они пришли, люди, там деньги не пришли, что-то сломалось, где-то не добрались, какими-то препятствиями, с поломками. Вот этот человек, вы встречаете этого человека, и человек смотрит на вас и здоровается. Это женщина, кстати. Женщина вроде такая приличная с виду, не скандальная, не какая-то там агрессивная, но у нее энергетика очень дурная. У нее она, ну как знаете, вот одинокая женщина, у нее может быть даже и семья есть, но она чувствует себя крайне одиноким человеком. И вот она в вашу сторону вот этот негатив кидает. Каждый раз, когда она вас видит, вы при параде, ну, на ее взгляд, да, я вижу, что вы человек, который за собой следит. Может быть, у вас нету там миллиардов, миллионов одеваться, какие-то брендовые дорогие вещи, но вы стараетесь, чтобы было чистенько, наглажено, оприятненько, да, вот чтобы подходила там вещи друг к другу. То есть я вижу, что вы молодчинка, что вы умничка. И вот она завидует этому. Она не понимает, что вы тяжело работаете, что вы где-то экономите, где-то что-то вы вот пытаетесь там подзанять, провернуться, прокрутиться, да, как белочка в колесе крутитесь, чтобы у вас было что одеть, чтобы вы выглядели прилично, чтобы пахло от вас хорошо. Она этого не замечает. Она ведь видит вас вот так издалека, да, и вот, ну, может быть, там, как образ, да, ваш, вот что от вас хорошо пахнет и что вы при параде. Вот она прям так думает, при параде человек, да, значит, все там лопатой деньги гребет, и все у человека хорошо. Она завидует именно этому. Понимаете, вот такой момент. Место, где вы живете, дурное, честно, вот дурное в плане вот людей, которые вас окружают. Кстати, вот этот человек вам и глаза может на это открыть, и, кстати, у многих даже может быть и какой-то переезд, перемещение, пусть может быть и не совсем, может быть на какой-то срок вы будете уезжать, переезжать. То есть я вижу, что вы жизнь свою будете менять. Когда вы куда-то поедете, да, даже на небольшой срок, вы почувствуете, что вам легче, что вам проще. И это станет толчком к решению, что нужно менять место, локацию, что нужно переезжать. А у кого нет такой возможности, то я вижу, что люди будут защищаться. Может быть, вы раньше относились, ну, скажем так, с глазу, да, как будто бы, ну, ерунда, да, бабушки рассказывают. А теперь вы поймете, что да, что-то не так. Вот как-то энергетика такая плотная, густая, и не пробиться, да, перекрывает мне и дорожки, и пути, все мне перекрывает. Поэтому я вижу, что вы займетесь собой, займетесь тем, чтобы себя очистить, уберечь, вывести на новый уровень. Вы будете это все делать, и вам помощник какой хороший идет, понимаете? Все идет хорошо. Вот смотрите, этот песочек идеально подойдет тем, кто был действительно в очень сложном положении, и кто просто уже не переставая молился, да, и просил помощи у высших сил. Вас слышат, мои дорогие, вас слышат, вам помогают. Причем я вижу, что и ангел-хранитель ваш тоже очень сильно постарался. Вот он, ваш ангел-хранитель. Он все время пытался этого паука, кровопийцу убрать из вашей жизни, но не по силам ангелу это делать. Поэтому ангел, видите, как мостик сделал, ведет к вам Спасителя. Так что, мои милые, почаще обращайтесь к своему ангелу, давайте ему силы, благодарите его почаще. Ведь когда вы благодарите, вы дарите ему, ну, такие кусочки энергии, да, вот как маленькие камушки, и он их собирает. Это для него тоже особые знаки отличия, и благодаря вот этим камушкам он может вмешиваться в вашу жизнь, в вашу судьбу. Он может более, как, скажем, быть материальным, да, и вы даже можете ощущать и чувствовать. Так что, милые, знайте, что перемены очень хорошие идут. И то, что происходило в вашей жизни, не по вашей вине. Да, по доброте душевной, но вы же не виноваты, что душа у вас добрая. Вот такими вас, да, сделал Создатель. И да, много, может быть, людей посмотрят этот песок, но, знаете, в интернете очень много людей гадают. Вы попали именно на это гадание, и именно эта информация для вас и про вас. Поэтому, милые, знайте, Спаситель, который вас поможет, спасет, убережет, выведет на новый уровень, решит за вас, либо с вами какие-то проблемы ваши,
ваши. Вот тот человек уже совсем рядом с вами. Так, и знайте, что вы ни в чем не виноваты. Дурные люди вас окружают, потому что душа у вас добрая, потому что они вас видят, и потому что вот у них такой позыв, да, вот все, что белое, чистое, светлое, мы должны грязью закидать, мы должны испортить. Вот они от этого удовольствия получают. Так что принимайте меры, если есть возможность. Начинайте проводить чистки себя, жилища, булавочки, всякие обережки. Все это с собой носите, берите. Я вообще рекомендую всем всегда с собой носить Псалом 90 живой помощи. Прям хотите от руки, напишите, в кошелек положите. Либо вот есть такие маленькие кулончики. Я вот в Турции, да, живу, у нас это называется теспих, такая штучка маленькая, из кожи сделана, либо вот из любого материала. Внутрь записывают суры, и туда закладываю, да, и человек на себе носит, ну, это как охранная грамота, да. Вот, подумайте об этом, вот как можно себя защитить, деток своих защитить. Потому что я вижу, что у вас жизнь начнет меняться. Совсем скоро, кстати, начнет меняться. И прям постепенно вы будете чувствовать, что негатив спадает, что вам проще, что вам лучше, дышать вам свободнее станет. Вот такая ситуация. Так, мои милые, на этом гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.